день, уважаемый Алексей Валерьевич, уважаемые коллеги. У нас сегодня просмотр спектакля «Парковка», и для этого просмотра мы пригласили тех, кто имел отношение к созданию этого спектакля. Молодой режиссер Олег Мадьярович. И мы пригласили театрального критика, потому что у любого спектакля всегда несколько мнений. И пригласили как раз в составе комиссии, которая утверждала спектакли для конкурса «Театральное Приволжье», были Фарид Равкадович и Гульшат Низамин. Да, можно, я думаю, включить спектакль, да. Можно включить. 48 минут, насколько я помню, спектакль. Играют студенты Института культуры, театрального института, там есть кафедра. Можно звук прибавить сейчас. Прибавьте, пожалуйста. Neresi yapma. Bundan siz sinovuzinglar turib kelishib. İşler indi. Kimden ishlar? Ali, sen bit boşluğundan yaxşıroq boshqarasizmi? Eydemila uymaydi. Men sho'cha показанияларni topshirgan, yoshi bitta yigitga qo'shmayman. Bu haldan siz sinovuzinglar turib kelishib. Yuksalganishi bitindi. Shunday halda. Ali, mening erinasem kelmaydi. Счетчик показанияларdan namunlar yetgan. Majbur? Majbur. Biz bit hur elda yashaymiz. Demokratiyaning naq. И почему именно такое видение ваше? Ну и изначально, получается, как бы расскажу предысторию, то есть в прошлом году на конкурсе выбирайте, что хотите, что и будете ставить. Ну и я выбрал «Парковку». То есть вот, когда человек, она там по пьесе, она так учитель, то есть там дальше вот следующая сцена, там, то есть приезжает такая вся уставшая, просто отпинывает это ведро, ставит свою машину. И тут выходит тот человек, который занял. Парковка — это место. С одной стороны символизм, Но а с другой стороны это такая реальная, жизнь. достаточно Да, реальная история. Это реально так. Жизнь Что такая. как начинается с очень вроде бы простых вещей, когда ты не соглашаешься с какой-то достаточно почти абсурдными вещами, не соглашаешься, да, потом это раздувается и доходит до вдруг глобальных вообще вопросов. Молодых зрителей. Ну, старше 18, Ну, само старше собой, 16, да, старше 16. Даже плюс. Да. Парковка. Парковка, каждый катит свою машину, это очень интересное решение. Просто здесь в спектакле очень много моментов. Меня курсу вашу. Угород меня бил. Это условно, как Да. машины. Это действительно на самом деле символично, и вообще вот с точки зрения даже, наверное, филологии и литературоведения, это у героини борьба с ветряными мельницами. Здесь и реагирует на раздражитель внешний. Чтобы мы дали слово, вот, Гульшат Низамовна, вот с вашей точки зрения это... Потому что, во-первых, молодой режиссер, молодой автор и молодые исполнители. И здесь вот эта вот вся молодая энергетика, она, озабоченность, ну, во-первых, да, это целое такое художественное высказывание.